Спецприз всероссийского конкурса «Затея» получила учитель Ухтинской спецшколы номер 45 Екатерина Кучина. Она, к слову, была единственным представителем от Республики Коми на состязании, которое проходило в Тюмени. В своем выступлении Ухтинка затронула тему столетия республики и предстала перед жюри в национальном коми-костюме. О том, как творческий подход в коррекционной педагогике может привести к победе, Виктория Науменко. Игра – самый действенный метод работы с особенными детьми, считают в коррекционной школе номер 45. В такой ненавязчивой форме ребята легче воспринимают информацию, тем более, когда у них есть особенности развития. Представленная на конкурсе программа Екатерины Кучиной так и называется «Играйте на здоровье». Вы любите играть? Да! Очень хорошо. Смотрите, вчера у нас на дворе было яркое солнце, а сегодня пасмурно, и вот-вот пойдет дождь. Я хочу поиграть с вами в такую игру, которая так и называется «Солнышко, дождик». Это видео с одного из занятий с ребятами Екатерина Кучина отправила на заочный этап конкурса. Конкурс ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными физическими возможностями Всероссийское общество инвалидов проводило в 12-й раз. Но в Ухтинской школе номер 45 узнали о нем совсем недавно и приняли участие впервые. Результат всех приятно удивил. На первом этапе участников было свыше 500. Но Ухтинка вошла в заветные 70, тех, кого допустили до очного этапа. В нашей школе очень высоко профессиональный, дружный и слаженный коллектив. Поэтому те творческие идеи, тот порыв, который внесла Екатерина Юрьевна, это, конечно, коллективный образ, коллективный опыт. Она просто очень удачно и замечательно творчески смогла его воплотить в жизнь. К выступлению готовились общими усилиями. Верным решением стал выбор национального стиля и тема грядущего столетия коми. Конкурсный костюм для выступления Екатерине из Архангельской области отправила мама. Она работает в местном доме культуры и сама шьет народные платья и сарафаны. Бур-рыт Дона Йоркес, что в переводе с нашего коми-языка означает «добрый вечер, дорогие друзья». Я не случайно поздоровалась с вами на нашем национальном языке, ведь именно в этом году нашей республике исполняется 100 лет. Несмотря на теплую атмосферу взаимной поддержки конкурсантов, очный этап оказался непростым и крайне волнительным. В период эпидемии мы показывали программы не на людях и на детях с ограниченными возможностями здоровья, а друг на друге. И это был определенный момент, который мы не знали. И приходилось подстраиваться, потому что одно дело провести программу с ребенком, который всегда априори идет вперед и хочет заниматься. Особенно наши особые дети, они очень добрые, активные и всегда идут на помощь. А совсем другое дело взрослые. В очном этапе участие принимали конкурсанты из 14 регионов страны, но в национальном костюме малых народов России Екатерина Кучина была единственная. В итоге этот выигрышный образ, приветствие и, конечно, сама методика Ухтинской школы по работе с особыми детьми покорили жюри. Но это не только личная и коллективная победа, но и бесценный опыт, который можно было перенимать у каждого участника. Горящие глаза и неподдельная увлеченность профессией были у всех. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.